Доброе утро. Сегодня на календаре 30 марта, среда, середина недели. Для кого-то маленькая пятница. И совсем неожиданно для вас, возможно, в этой студии сегодня я. Но, тем не менее, Екатерина Винокурова, Павел Танин. С вами этот день будем встречать, заряжаться на бодрость, позитив и хорошее настроение, чтобы весь этот день от и до пролетел с улыбкой на лице. Да, и желательно незаметно. Сегодня в нашем эфире мы узнаем, какие старинные здания в столице претендуют на звание исторического объекта, которые будут в ближайшие годы восстанавливать и реставрировать. Также мы узнаем, конечно же, о планах местных товаропроизводителей и расскажем, как проводят свой досуг в эти дни жители Ленска. Помимо этого у нас будет сюжет про кэшбэки за отдых. Узнаем, что нам полагается. Ну и не забывайте про наши средства связи. Номер телефона вы видите на своих экранах. 8 914 273 4488. Напомним, что недавно мы открыли свой телеграм-канал. Достаточно в поиске ввести «Утро Якутии». Сделать это слитно и подписаться на нас. Да. Там мы будем знакомить вас со всеми анонсами. Там же вы можете задавать вопросы нам, нашим гостям и поздравлять своих родных и друзей. Да, также не забывайте про нашу почту. Почему мы ее показываем? Потому что конкурс двойников уже вот-вот готов завершиться. 1 апреля объявим результаты. Вы еще можете отправить свои работы, своих двойников, ну точнее, двойников, каких-то известных лиц. И все это на одном коллаже будет замечательно выглядеть. Ну, а мы, наверное, расскажем прямо сейчас о том, что же ожидает вас, если вы вдруг сейчас выйдете на улицу, какая же погода там устаканилась, скажем так. В центральных районах Якутии сегодня минус 24, минус 16. В заречной группе минус 20, минус 8. В южных районах минус 15, минус 12. В Вилюйской группе 21-16 градусов мороза. В Нижнеленских минус 21, минус 20. В западных минус 15, минус 12. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 34, минус 23. В Янских районах минус 34, минус 22. На северо-западе минус 26, минус 21. В Якутске сегодня температура воздуха в 6 часов утра составила минус 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидаются слабый снег, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится в промежутке отметок минус 5, минус 7. Уважаемые телезрители, в связи с последними осадками вчера и сегодня нам обещают, будьте аккуратными на дорогах, очень скользко. Ну и на тротуарах бы я тоже порекомендовал осторожность соблюдать, потому что гололед для пешехода тоже дело опасное, чреватое посещением травмпункта и минимум месяцем гипса на ноге. Ну а тем временем в городе Якутске восстановят дом, где жил и работал великий писатель Дмитрий Кононович Сивцев-Сорун-Амалон. Исторический полуразрушенный объект собираются возродить в ближайшие годы. Где он находится, в каком состоянии и на какие средства собираются проводить восстановительные работы, узнавал наш коллега Дмитрий Тымыров. Это отчий дом Айсена Дмитриевича Сивцева, старшего сына великого якутского писателя Соруна Амаллана. Сюда, как он вспоминает сейчас, переехали с семьей, когда он учился еще в 4 классе. Сначала мы жили по улице Петра Алексеева. Тогда она называлась Лагерная 2. Потом переименовали Петра Алексеева 2. Там стоял деревянный дом двухэтажный, сейчас его нет. Это где дом охотника, да, вот в этом районе? Да, вот в этом районе, около 4-го магазина. А потом мы сюда переехали в 53-4 году. Сколько вам лет было? Я учился в 4 классе. Айсен Дмитриевич, попав внутрь дома, сразу вспомнил свое детство. Ведь тогда о благоустроенных домах и речи не было. Печку сами топили, заготавливали лед. Печное тоже отопление. 3 раза в день надо топить. Воду, значит, привозили, естественно, льды. Обычно тогда так было. Сваливали сюда на улицу. Бочка стояла тут, значит. Моя обязанность была затаскивать эту льдину
кидали туда в бочку, я колол, топил дрова, колол дрова, там сарай был. Ну, в общем, такая жизнь была. Чисто деревенская. Ну, не деревенская, а городская тех времен 50-х годов. Как вспоминает Айсен Дмитриевич, в то время его отец Дмитрий Сивцев много работал и писал. У него здесь был отдельный рабочий кабинет, где писатель творил. Отец, конечно, он в те времена работал в редакциях и так далее, по-моему, корреспондентом, в общем, был творческий человек, творческий, писал. Помню, как он сидел у себя, кабинет там был у него, и долго писал. С утра до вечера сидел за столом, работал. Сегодня, конечно, увидеть этот кабинет в том виде, каком он был, уже невозможно. Дом в очень плачевном состоянии, но его собираются восстановить. Сегодня этот исторически важный объект находится под охраной Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы сейчас охраняем этот дом, содержим его. Ну и вот как раз 18 апреля мы проведем телемарафон для того, чтобы собрать средства и на восстановление этого дома. По нашим планам здесь будет, во-первых, кабинет Дмитрия Иконовича Сорона-Амаллона мы здесь сделаем, да, чтобы могли собираться творческие люди, писатели здесь, да, поэты там, да, и как-то вот общаться. Этот дом не считается полностью объектом культурного наследия, но имеет все его признаки. Поэтому волонтеры Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры будут делать все, чтобы в будущем он стал объектом культурного наследия. Мы ставим задачу, чтобы после восстановления этого дома он стал объектом культурного наследия. А для этого мы должны сохранить весь наиболее хороший аутентичный материал, деревянный материал. Это вот принципиально. Должен быть сохранен как можно максимально аутентичный деревянный материал, сохранить конструктивные особенности каждого дома, потому что после нашей работы здесь будет проведена экспертиза. А экспертизу проводит эксперт, который имеет лицензию только от Министерства культуры Российской Федерации. И он должен подтвердить, что действительно этот дом с максимально сохраненной архитектурой и материалом. В будущем восстановленный объект станет не только местом притяжения великих умов Якутии, но и еще одной исторической точкой на карте города Якутска в рамках возрождения проекта «Старый город-2». В целом, таких исторически важных сооружений на территории города несколько, часть которых будет перевезена сюда. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. А сейчас поговорим о том, как же вообще выявляются такие исторические объекты, как их вносят в единый федеральный реестр. Сегодня в Якутске начинается совещание органов охраны культурного наследия Дальневосточного федерального округа, где как раз вот такие будут обсуждаться эти и другие немаловажные, связанные с этой темой вопросы. У нас сегодня в гостях участники этого совещания: Анна Немировец, руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, и Николай Макаров, руководитель департамента уже Якутии по охране объектов культурного наследия. Анна Сергеевна, Николай Афанасьевич. Да, здравствуйте. Николай Афанасьевич, ну, как принимающая сторона, да, со стороны города Якутска, расскажите о значимости данного мероприятия, почему выбор пал именно на наш город? Еще в конце прошлого года в рамках подготовки к Году культурного наследия народов России в Якутии мы согласовали и получили поддержку у наших коллег из Дальневосточного федерального округа и у нашего руководителя Анны Сергеевны. И мы внесли план работы на год вперед. И это мероприятие, совещание органов охраны культурного наследия ДФО, является одним из основных мероприятий для нас, посвященных Году культурного наследия. И это мероприятие очень важно для нас, ответственно и, можно сказать, престижно. Насколько сегодня вообще, в принципе, в Якутии объектов культурного наследия, которые входят уже в государственный реестр? В республике на сегодня насчитывается 1873 объектов культурного наследия с выявленными. Это одна из самых больших количеств по Дальнему Востоку. А вот сколько планируется ввести, и насколько вот эта вот долгая процедура? Это довольно-таки долгая и
если так можно выразиться, дорогостоящая процедура. Мы, как яркий пример, вот показали сюжет по дому Сорона Амаллана. Мы всему миру, всему населению города Якутска и не только Республики Саха-Якутия покажем, как восстанавливаем и как берем под охрану такой дом. То есть вы будете следить за этими событиями на примере. При помощи вас, конечно же. А вообще, в принципе, есть ли уже опыт вот подобной работы? То есть, на примере которого можно хотя бы словами сейчас описать, как это все выглядит, в том числе начиная, там, вносится в реестр, потом начинается восстановление. Да, у нас много примеров. С начала текущего года мы взяли под охрану уже 8 памятников. Это и достопримечательные места, это и прежде выявленные объекты, мы провели экспертизу, то есть 8. Постепенно идем вперед. То есть что получается? Выявляется исторически важное здание. Мы сначала берем его, наделяем статусом выявленный объект культурного наследия, доказав историческую ценность, а в течение года проводим экспертизу и уже мы вносим его в реестр. Но это я так быстро рассказал, на самом деле это очень сложный процесс. Для этого мы работаем с топосъемщиками, проверяем архивные данные, обмен чертежей берем и так далее. Привлекаем экспертов, краеведов, желательно родственников, которые жили в этом доме. Этот процесс может длиться довольно-таки долго. Николай Афанасьевич, но если говорить о планах, да, мы знаем, что есть такой проект «Старый город-2». Что вот о нем можете сказать, что планируете? На сегодня, благодаря 2 объектам культурного наследия, находящимся в этом старом городе, весь Старый город-2 стал охранной зоной. То есть эти 2 объекта влияют на весь квартал. Готовится концепция. В скором времени мы получим. И с этого года мы уже начинаем восстанавливать некоторые объекты. Вот дом Сорона Амаллана. Еще 2 объекта. Это дом Манетагула Никифорова Гаврила Васильевича и дом художника Валериана Васильева будут перенесены и поставлены на территории Старого города-2. Еще ряд инвесторов появляется, но это будет долгий, сложный процесс, но с этого года мы начнем потихоньку идти к восстановлению данного квартала. Ну, вот буквально в 2 словах, у нас есть, в принципе, да, в столице, сам старый город уже, такой райончик, да, небольшой. Концептуально как-то будет ли Старый город-2 отличаться от того, что вот уже есть? Совершенно. Отличия будут огромные, потому что стоит понять, что Старый город-1, уже Старый город-1, он в основном состоит из новоделов. Хотя есть 2 объекта культурного наследия, но все остальные дома новоделы. Николай Афанасьевич, мы сейчас прервемся на короткую паузу, Анна Сергеевна, и после паузы продолжим разговаривать о сохранении культурного наследия. Доброе утро, Якутия! Лесоохранную деятельность в республике, проблемы и пути их решения обсудили на парламентских слушаниях на Госсобрании Илтумен. С основными докладами выступили первый вице-премьер Дмитрий Садовников и председатель Госком ОБЖ населения региона Дмитрий Лепчиков. Так, объемы финансирования на пожароопасный сезон в текущем году составят из федерального бюджета порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Из госбюджета Якутии выделят более 900 миллионов рублей. Эти деньги распределят между авиалесоохраной и Якутлесресурсом. Средства направят на повышение эффективности предупреждения, возникновения и распространения лесных пожаров, в том числе и на тушение огня. Кроме того, на более чем 180 человек увеличена численность лесопожарных формирований авиалесоохраны. Более 370 человек добрали в Якутлесресурс. Также предусмотрено создание 3 новых авиаотделений с последующим уменьшением зоны контроля в поселках Зырянка и Хандыга, а также в селе Тамтор. Мы внесли изменения, где силы Якутской территориальной топосистемы РСЧС при повседневной деятельности могут теперь привлекаться на тушение природных и ландшафтных пожаров. Одно из важных моментов правительство республики дальше повышает боевую готовность наших подразделений, службы спасения, государственной противопожарной службы. Мы уже приняли в ряды 31 единицу боевых машин, это пожарных, и 14 это спасательных машин для службы спасения.
В Якутске стартовала партнер-сессия бизнес-инкубаторов республики. Участие в мероприятии принимают 17 районов. Главная цель программы – обмен опытом и образовательное сопровождение руководителей и сотрудников бизнес-инкубаторов в вузах. Сессия будет проходить до 31 марта на базе центра «Мой бизнес» в Якутске. По итогам программы участников ждут выездные мероприятия в Мегино-Кангаласский район, где будут представлены лучшие практики 4 улусов – Нюрбинского, Намского, Амгинского и Усть-Майского. Более 2000 земельных участков передадут многодетным семьям в Якутске. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Участки расположены на Намцирском и Вилюйском трактах. Город получил от Росимущества 2 больших участка общей площадью порядка 3 миллионов квадратных метров. Как сообщил глава столицы, в течение этого года проводятся работы по проекту межевания и проекту планировки территорий. На участках должны сделать подъездные пути, подвести инфраструктуру, электроснабжение и газоснабжение. Участки начнут распределять многодетным семьям в конце этого года или в начале следующего. Их должны получить более 7 тысяч горожан. Кроме этого, Евгений Григорьев подчеркнул, что идет плановая работа с Росимуществом о передаче земель по Маганскому тракту. Доброе утро. Мы продолжаем тему о том, как выявляются исторические объекты. И напомним, что сегодня в Якутске начинается совещание органов охраны культурного наследия, и где будут обсуждаться немаловажные вопросы. И мы продолжим наш разговор уже с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна, расскажите, как обстоят дела с историческими объектами культуры непосредственно на Дальневосточном федеральном округе? Ну, знаете, за последние годы достаточно многое сделано. Во-первых, сформирован единый государственный реестр памятников истории и культуры, куда включены все объекты культурного наследия Дальневосточного округа. Это более 6 тысяч объектов зарегистрировано в реестре, без учета выявленных. Большая часть, это, наверное, около 2000, даже более 2000, это объекты федерального, общероссийского значения. Также у нас за последние годы также приняты приказы и на федеральном, и на региональных уровнях, регулирующие и вопросы учета объектов культурного наследия, их сохранения. Также можно отметить взаимодействие всех заинтересованных сторон в вопросах вовлечения объектов культурного наследия в культурную, хозяйственную жизнь регионов. Ну, вот ваши ожидания от встречи, которая вот сегодня уже, в эти дни проходит, и органов охраны культурного наследия? Знаете, у нас в повестке достаточно обширные вопросы для обсуждения. Мы затрагиваем вопросы и проблематику государственной охраны, и федерального надзора. Отдельно у нас круглый стол есть, посвящен объектам археологического наследия. Также у нас вопросы государственной историко-культурной экспертизы, ремонтно-реставрационных работ. То есть достаточно большой спектр вопросов. У нас участвуют как и представители региональных органов охраны, также у нас ведущие археологи, эксперты, реставраторы также участвуют в совещании. А что можете сказать о культурном наследии нашей республики? Очень уникальное, очень интересное наследие. Среди федеральных памятников общероссийского значения у нас насчитывается 134 таких памятников. Большая часть — это, конечно, археологические памятники, неолитические, палеолитические стоянки, писаницы различные. Вот. Уникальная совершенно культура. С удовольствием каждый раз смотрим, приезжаем, наслаждаемся, посещаем памятники. Вот вчера буквально посетили недавно отреставрированный дом казначейства, тоже были приятно удивлены. Очень хорошо прошла реставрация. Поэтому уникальные совершенно места. Надеемся еще посмотреть остальные, увидим. Ну вот говоря про то, что мы, в принципе, уже затронули тему Старого города 2.0, будем называть так на современный лад. Если, может быть, вы расскажете о подобных примерах в других регионах нашей страны, может быть, Дальневосточного федерального округа, как в этом плане там работа налажена, есть ли подобные проекты? Конечно, воссоздание и сохранение идет. У нас такие уникальные есть памятники, как особо ценные даже на территории Дальнего Востока. Различные памятники и монументы, и памятники истории градостроительства, ансамбли. И, конечно, в каждом регионе своя специфика, и своя специфика в климатическом плане, и в труднодоступности каких-то памятников.
Поэтому в каждом все-таки регионе своя уникальная изюминка есть. И вот о чем у нас сегодня будут доклады регионов, то есть каждый поделится своим опытом, своим мнением, ну и что-то для себя возьмет на вооружение от своих коллег. Вы сказали, что в Якутске не впервые, да? Чем вот вас удивило, помимо, конечно, объектов и культурного наследия нашей республики, чем вас удивила Якутия? Пробовали ли вы нашу местную кухню? Да, я уже 3-й раз. И каждый раз меня, конечно, удивляет это гостеприимство, местное гостеприимство народов Якутии. Каждый раз поэтому с удовольствием приезжаем. Вот, в прошлый раз, насколько я помню, пробовали, да, национальные блюда: индигирка, строганина. Достаточно интересные блюда. Вот, и думаю, в этот раз тоже еще для себя откроем новые какие-то вкусы. Блюда. Да. Тем более, что местное производство нынче развивается, к чему мы сейчас договорились. Во-первых, спасибо вам за то, что ответили на наш вопрос. Желаем, чтобы ваша вот эта работа в эти дни прошла успешно, плодотворно, самое главное. Были какие-то практические, я думаю, результаты, которые потом будут применяться, ну, не только у нас, не только, может быть, в Дальнем Востоке, а вообще, в принципе, по России. Спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо. Ну, а к чему мы заговорили про местное производство? Стильный, удобный фудтрак бренда «Мархинская» теперь будет на постоянной основе украшать центр столицы. Мясная лавка на колесах создана по спецтехнологии для удобства жителей и гостей Якутска, а продается в ней свежее охлажденное мясо свинины. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Большое спасибо вам. Пожалуйста. Фудтрак с самого утра уже привлек внимание горожан. Люди выстраиваются в очередь. Всем хочется купить охлажденное, свежее, а главное – местное мясо свинины. Вообще, я думаю, что для горожан это очень даже хорошо. Выглядит очень современно, симпатично. Питаюсь этим мясом, оно классное. Ну, по нему сразу видно, да, что оно свежее и оно очень высокого качества. Пробовали вообще когда-нибудь мархинское? Ну, конечно. И как? Вкусно. Сегодня брендом «Мархинская» после ухода из жизни бессменного руководителя крестьянского хозяйства Владимира Кабохина занимается его зять Денис Савостин, который буквально за год привнес в свинокомплекс новое дыхание. Сегодня компания сама производит, перерабатывает и продает свежее мясо. Мы на сегодняшний день планируем увеличить производство мяса с 250 тонн до 2500 тонн мяса в год. У нас есть достаточно серьезная программа по развитию свинокомплекса. Мы вошли в инвестиционные проекты, поддерживающие корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Также у нас в планах переоснащение производства для того, чтобы изготавливать полуфабрикаты мясные, разные деликатесы и готовую продукцию под брендом «Мархинская». Свинокомплекс совершенствуется, изучает опыт ведущих российских производителей и зарубежных партнеров, а также большое внимание уделяет поиску специй, от которого зависит неповторимый вкус будущих продуктов из местной свинины. У нас есть несколько компаний, которые закупают со всего мира специи и делают премиксы специально для нас по нашим рецептурам. Сейчас как раз идет тестирование этих рецептур. Главной фишкой бренда «Мархинская» является фудтрак, который теперь будет украшать центр столицы. Это мобильная кухня на колесах. Выглядит красиво и стильно не только снаружи, но и изнутри. Фудтрак полностью автоматизирован, чтобы охлажденное мясо и готовая продукция хранились под определенной температурой. У нас существует морозильная камера, которая позволяет использовать правильный температурный режим. Также витрина, она охлаждает мясо. Здесь также сохраняет определенную влажность, что тоже важно для того, чтобы сохранить качество продукции. Все поверхности сделаны из нержавеющей стали. У нас имеется раковина и умывальник, холодная горячая вода. Здесь все сделано для комфорта наших продавцов и для безопасности наших покупателей. Кстати, название бренда «Мархинская» придумали сами жители Якутии, постоянные клиенты компании, которых с каждым днем становится больше. Здесь огромное значение уделяют качеству продукции. Сотрудники проходят постоянное обучение по безопасности пищевых продуктов ХАСП, так что бренд «Мархинская» – это не только вкусно, но и безопасно. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Ну а сегодня, 30 марта,
в мире отмечается неофициальный праздник, особенно актуальный для жителей городов. Да? Это день прогулок по парку. Это событие придумали для привлечения внимания к прогулкам в городских парках как одному из самых доступных видов отдыха на природе. Да, ну как вот, допустим, пишет kalend.ru, гулять в течение 30 минут в день полезно для здоровья. Это, во-первых, повышает иммунитет, сжигает калории, снижает риск развития диабета, стимулирует сердечную деятельность и вообще много-много полезных вещей для организма происходит. А нахождение на природе вообще оказывает на организм человека восстанавливающие действия. Да, но мы все это прекрасно знаем, поэтому чаще, больше гуляйте на свежем воздухе. Тем более погода уже позволяет, да. Да. Вот. С другими датами и событиями этого дня знакомимся далее. На календаре 30 марта. Сегодня отмечают день рождения психоанализа, день прогулки по парку, день обнимания с солнцем, день карандаша, день бездомного человека. По народному календарю сегодня отмечают праздник Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: каковы на Алексея ручьи, таков и разлив. Алексей из каждого сугроба кувшин пролей. Если в этот день появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. События в этот день. 30 марта 1613 года считается днем подвига Ивана Сусанина. Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник. В этот день была открыта земля Уилкса. Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. В этот день мир впервые услышал о психоанализе. На советские экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». В этот день родились Иван II Красный, великий князь Московский и Владимирский, отец Дмитрия Донского. Франциско Гойя, испанский художник, гравер. Василий Тропинин, русский художник, мастер портрета. Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма. Винсент Ван Гог, голландский художник, постимпрессионист. Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник. Галина Банникова, советский график, художник шрифта. Алексей Федоров, советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза. Андрей Толубеев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Эрик Клэптон, британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист. Именины сегодня отмечают Алексей, Макарий, Виктор, Павел, Александра. Я люблю эти дни, когда именины у Павла. Но... Поздравляю, Павел. Спасибо. Спасибо. Жаль, что не Павел, тоже бы поздравил. Коль скоро заговорили мы об именинах, то и есть приятная новость. Поздравление нам пришло на наш номер WhatsApp, и с радостью я его зачитаю прямо сейчас. И вот слушайте внимательно. Портнягина Василия Николаевича из поселка Быковский Булунского улуса от всей души и всего любящего сердца поздравляем с прекрасным и солидным 70-летним юбилеем. Ты успешно достиг замечательного возраста мудрости, богатого жизненного опыта, достойного уважения, признания и почета. Ты сделал много прекрасных, полезных дел, реализовал много благородных, эффективных планов, но еще рано останавливаться и подводить итоги. Искренне желаем тебе дальнейшей плодотворной деятельности, чтобы новые цели и мечты успешно сбывались. Желаем богатырского, стабильного здоровья, благополучного долголетия, прекрасного настроения. Очень любим тебя и ценим. Жена Наталья Алексеевна, дочери, зятья, внуки и все родственники вас сегодня, Василий Николаевич, поздравляют. Представьте, что они рядом с нами тут стоят и вас всех поздравляют. Ну а мы присоединяемся, конечно же, к этим прекрасным словам. Видно, что от всего сердца они написаны. Да, и поздравляем всех именинников 30 марта от всей
души. Ну а прошедшие выходные нам чем запомнились? Во многих населенных пунктах мы провожали зиму, да. Проводы зимы, так называемые, да, народное гуляние прошло и в нашей столице. Традиционное мероприятие прошло на Комсомольской площади. Вместе с тем, начиная с прошлых выходных, школьники находятся на весенних каникулах. Подробности. Счастливые люди, на самом деле. Катя, а вот ты в школе как каникулы проводила? Ну, конечно же, мы гуляли на улице, ходили на каток, катались на лыжах. Ну, это было детство, это было незабываемо. Я сейчас с теплотой вспоминаю это время. Да? Ну, а у тебя как проходили? У меня был компьютер. Нет, на самом деле тоже, конечно же, играли в футбол. Даже вот и в зимние каникулы мы в футбол на улице играли, и с друзьями какие-то встречи проводили. Но так как первая часть моей школьной скамьи, она была связана немного со спортом, я, как правило, в весенних каникулах участвовал в соревнованиях, поэтому дома я не сидел. Но вот говоря про спорт, кстати, в Ленске на базе лыжной расширили горки и вообще подготовили все, чтобы в эти каникулы, в эти выходные люди с детьми максимально полезно и активно провели свой досуг. Выходной день на лыжной базе для многих ленчан уже традиция. Здесь произошли большие перемены. Удлинен спуск для горных лыж, заработали подъемники, появился новый теплый пункт проката. Кафе, закуплен новый инвентарь. Сегодня народу достаточно, то есть даже очень много идет, спрашивает. В основном плюшки и беговые лыжи. И вот также у нас в прокате имеются горные лыжи и сноуборд. Более востребованы беговые лыжи и тюбинг. Пробежать дистанцию в 3 километра с удовольствием приходят школьники. Ребята собираются целыми классами и проводят по несколько часов на трассе. Устраивают даже соревнования между собой. Сегодня мы бежали коньковым стилем. Ну, я так себе коньковым стилем, конечно, бегу, но вроде бы как бы прибежал первым. Себя оцениваю, конечно, сегодня на 5, но так мало, если честно, выполнил для себя и все. Горные лыжи востребованы не меньше. Айдар Алексамов сегодня впервые скатился со склона. Молодой человек в восторге от впечатления и еле переводит дух. Первый раз катаюсь на лыжах, на горных тем более. Очень захватывающе, очень понравилось. Буду приходить еще, учиться, тренироваться. Александр Федотов с друзьями приехал на лыжную базу, чтобы покататься на тюбинге. Для этого развлечения обустроена отдельная гора. Здесь же выстроилась огромная очередь. Мне вообще понравилось. Давно не катался уже, около года. Вот вернулись, посмотрели, многое, в принципе, изменилось. Вон построили здание, скатились с друзьями. Мне понравилось все. Еще одно любимое место отдыха ленчан – крытый каток. Желающих покататься на коньках тут всегда хоть отбавляй. Инвентаря хватает, практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. А у нас прокат бесплатный. Еще один каток работает в городском парке. Его тоже облюбовали ленчане. Здесь можно покататься под открытым небом. Рядом работает кафе, где можно выпить горячий кофе и утолить голод после активного отдыха хот-догом или картошкой фри. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а весна – это время, когда уже можно планировать свой летний отдых, хотя более умные люди и опытные, наверное, планируют его еще зимой. Или с прошлого года. Какие направления в этом году будут востребованы и открыты, сколько стоят авиабилеты и будет ли работать система кэшбэков, когда часть потраченных средств на отдых к нам возвращается. И интересно об этом узнать, об этом в следующем материале. Пандемия внесла коррективы для многих сфер жизни, а после того, как закрылись границы, многие задумались, а куда же теперь можно поехать отдыхать? И пришли нам на помощь туроператоры, которые напомнили о том, что у нас в России есть хорошие маршруты. Как и куда сейчас можно поехать, сколько это стоит, мы узнаем в нашем сюжете. Так что, друзья, пойдемте за мной. Самые любимые маршруты – это маршруты, которые у нас затрагивают морской отдых. Да? Это Сочи, Анапа, Крым. Очень любят у нас еще санаторно-курортное лечение. Это Кавказские минеральные воды, где можно подышать горным воздухом, да, бесподобным. Белокуриха тоже очень любят наши туристы. Санаторий Белокурихи. Там также есть
экскурсионная программа очень хорошая. Если мы едем не в летний сезон, а, допустим, зимой-весной, то мы можем еще покататься с горных склонов, лыжи, сноуборды. То есть тоже и активный отдых там тоже присутствует. Существует две субсидированные категории тарифов, которые вы сейчас назвали. Это льготная для инвалидов, для молодежи и для людей старше, для женщин старше 55, для мужчин старше 60. В этом году стартовала программа так называемой дальневосточная субсидия. Она касается всех граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в частности, у нас республика, если брать нашу республику, то в республике Саха-Якутия. Для этого достаточно иметь официальную регистрацию, потому что при покупке авиабилета у вас попросят паспорт, где вы должны быть официально зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа. И да, билеты существуют, они продаются. Самое популярное направление – это у нас Москва. И в настоящее время билеты есть. Если вы решили отдохнуть в России на любом из ее курортов, то вам достаточно выбрать направление, где вы будете отдыхать, чтобы у вас была карта «Мир». До 30 апреля вы можете оформить тур по России, если действие тура до 30 июня. То есть приходите, выбираете тур, оплачиваете картой «Мир» до 30 апреля, и вам возвращается 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оказывается, отдыхать в России – это не только приятно, но еще и доступно. И, друзья, хотелось бы завершить наш сюжет песней, которую многие теперь знают, которая сейчас для нас наиболее актуальна. «Зачем мне солнце Монако? Для чего мне теперь луна Сан-Тропе?» Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. А тем временем на днях в Москве завершился международный конкурс профессионального мастерства среди специалистов офисной сферы «Хрустальная гарнитура». Там объявлены результаты были международные программы номинирования среди колл-центров. И при этом региональный центр наш «Мои документы» стал победителем в номинации «Лучший контактный центр». И сегодня у нас в гостях участник престижного конкурса Алена Наумова. Алена, доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в эту студию поделиться радостью, скажем так, с телезрителями. Ну и расскажите вообще, за что центр удостоился такой награды, по каким критериям, может быть, оценивались участники? Международный конкурс «Хрустальная гарнитура» вообще является, так скажем, «Оскаром» среди колл-центров. И сам конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап это была подача заявки. В прошлом году мы подали заявку, написали эссе, также сняли видеоролик, презентацию необходимо было подготовить. Уже по второму этапу, самый сложный он был, но самый интересный, это был контрольный визит членов жюри этого конкурса непосредственно уже на площадку самого колл-центра. Оценивали работу коллектива, организации в целом. И по результатам уже этого этапа мы вышли в финал и были приглашены на финал, на церемонию награждения в город Москва. Алена, скажите, вот с какими вопросами чаще всего обращаются в колл-центр, да, вашего? Чаще всего это консультация по государственным и муниципальным услугам, которые предоставляет центр «Мои документы». Также это предварительная запись на подачу документов. Мы записываем по территории всей Республики Саха. Также подача заявки на выездное обслуживание. Граждане звонят. У нас есть выездное обслуживание бесплатное для граждан льготных категорий, и также на платной основе можно. И, конечно же, уточняют статус обращения по уже поданным документам. Ну, вот, насколько мы знаем, колл-центр центра «Мои документы», он не круглосуточно работает, есть какие-то определенный режим работы. Как во время нерабочих часов колл-центра люди могут получить консультацию? С июля прошлого года в работу нашего центра внедрен искусственный интеллект. Ее зовут Татьяна, очень помогает нам в работе.
Функционал сейчас такой, что Татьяна записывает на подачу документов и производит консультацию по очень популярным услугам. Угу. Вот интересно сразу вопрос, да, почему Татьяна, что она еще непосредственно умеет делать, да? Угу. Кто придумал? Ее зовут Татьяна в честь первого руководителя центра «Мои документы» Татьяны Гладковой. Ну и все-таки заявителям на слух очень удобно, да, и приятно слушать красивое женское имя, поэтому ее зовут Татьяна. Она в нерабочее время центра осуществляет также предварительную запись на подачу документов, консультирует по услугам. Сейчас она находится на стадии обучения, учится распознавать якутский язык. Сейчас умеет распознавать якутские имена. И также консультирует с помощью мессенджера Telegram и на портале mfc.saha.ru. А как вот она тоже говорит, да, к ней нужно обращаться. Да. Привет, Татьяна. И задать вопрос. Да, задать вопрос, именно и так и она работает. отвечает. Да. Мне понравился вот этот символизм небольшой, что в честь первого руководителя назвали голосового помощника. Но вот говоря про уже немножко, да, цифровизацию вот этого всего, то есть, на мой взгляд, тут налицо машинное обучение идет. Может ли в будущем вот искусственный интеллект вообще заменить работу колл-центров, или все-таки человеческий фактор всегда будет присутствовать, ну вот какое-то понимание к звонящему, чтобы было и так далее. Потому что машина, она все-таки машина, она, ну, скорее всего, всегда будет бездушной. Да, вообще волнующий человек... вопрос на самом деле во многих сферах. Вы как считаете? Да, согласна. Спасибо за интересный вопрос. Я все-таки считаю, что нет, полностью заменить работу оператора и вообще специалиста нет возможности, так как мы к каждой жизненной ситуации заявителя относимся с пониманием и стараемся найти какой-то индивидуальный подход. Поэтому считаю, что нет. Как помощник Татьяна, да, она выполняет свои функции на 100%, но полностью нет. Я полностью с вами согласна, и нас тоже роботы никогда не заменят, я считаю. Ну, я видел примеры в Японии, когда с этой вот задачей как раз-таки справлялись очень хорошо. Но вот в заключение хотелось поговорить, вообще, есть ли в последнее время какие-то изменения в работе центра, можете о них рассказать сегодня? И вот после конкурса как раз-таки, может быть, уже что-то в планах, да? Да, конечно, после конкурса мы почерпнули очень большое количество интересных идей, которые обязательно внедрим в работу. А что касается изменений, то в связи с снижением роста заболеваемости с 1 апреля этого года график работы центра будет изменен. Офисы, которые работают по адресам Амосова, 18, 203 микрорайон, Жарницкого, Винокурова, Автодорожная, будут работать с 9 утра до 6 вечера в понедельник, вторник, четверг, пятницу, в среду с 9 утра до 20 часов, суббота с 9 утра до 13 и воскресенье выходной день. Ну, Алена, спасибо, что пришли в нашу студию, полезной информацией поделились, интересными вещами поделились. Опять же, поздравляем еще раз с получением этой награды. Ну и желаем, чтобы эта награда была не последняя. Вот, ну а мы двигаемся дальше. Следующая информация будет полезна, кстати, и Алене, и ее коллегам, всем, кто усердно работает в офисе. Именно в это время года люди часто чувствуют усталость, да, весной, слабость в течение дня, утомляемость. Все это связано не только с весенним авитаминозом, но и условиями труда. Как правильно расслабляться и давать себе отдых во время работы, расскажем далее. Избегайте работы в темных помещениях. В темноте организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, также известный как гормон сна, и человек чувствует усталость и сонливость. Добавьте в кабинет свет, откройте окна или включите лампы. Хорошенько взбодриться поможет быстрая ритмичная музыка. Еще лучше, если вы будете слегка подпевать или пританцовывать ей в такт. В обеденный перерыв постарайтесь отказаться от обильной и тяжелой пищи. В противном случае организм бросит всю энергию на ее переваривание, а вы почувствуете усталость и сонливость. Лучше сделайте выбор в пользу фруктов или овощей, или же разбейте свой обед на несколько небольших перекусов. Также можно прибегнуть к акупунктуре, воздействию на определенные точки организма, которые помогут вам взбодриться. Разотрите пальцами ушные раковины, помассируйте нос и виски, разотрите ладони. А еще можно приготовить энергетический напиток.
3 чайных пакетика заварите в 250 граммах горячей воды. Добавьте 10-15 дрожжей аскорбиновой кислоты. Подождите, пока витаминки растворятся. Добавьте 250 граммов холодной воды, дайте напитку остыть и пейте в течение рабочего дня. Ну и вот говоря про весну, работу в офисе, она, как правило, связана с малоподвижным образом жизни, и особенно неправильное питание еще могут привести к болезням, к примеру, гепатозу печени. О том, как распознать неладное, какие меры профилактики соблюдать, расскажет Татьяна Кехтер. Доброе утро! Здоровая печень содержит определенное количество жира, увеличение количества которого расценивается специалистами как болезнь и называется жировой дистрофией печени, гепатозом или стеатозом. Однако распознать это заболевание непросто, так как на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно. Какие же признаки позволяют определить заболевание и вовремя обратить внимание на свое здоровье? Для начала определимся с основными причинами повышенного накопления жира в печени. К ним прежде всего относится алкоголь. При повышении ежедневной нормы употребления спиртных напитков, которые в пересчете на чистый этанол составляют 30 грамм в сутки для мужчин и 20 грамм в сутки для женщин, может развиваться алкогольная жировая болезнь. А вот к развитию неалкогольной жировой болезни приводят факторы, не связанные с употреблением алкоголя, например, генетическая обусловленность, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе, приводящее к повышению уровня сахара в крови, ожирение, а также малоподвижный образ жизни и потребление высококалорийной пищи. Первые признаки жирового гепатоза, на которые стоит обратить самое пристальное внимание, это повышенная утомляемость, тяжесть и чувство дискомфорта в правом подреберье, нарушение сна. При этом не стоит тянуть и тратить время перед походом к специалисту, потому что по мере прогрессирования жирового гепатоза может развиваться фиброз и цирроз. Для более точной диагностики неалкогольной жировой болезни врач может назначать следующие исследования. Анализ крови. У пациентов с жировой дистрофией могут быть повышены показатели печеночных ферментов АЛТ, АСТ, уровень триглицеридов, холестерина, глюкозы. Ультразвуковое исследование, которое может выявить увеличение размеров и изменение эхоструктуры органа. После точного диагноза пациентов с неалкогольной жировой болезнью, как правило, рекомендуют диету с уменьшением количества жиров и углеводов, что способствует снижению веса и нормализации обмена. Кроме того, рекомендуется дополнить диету умеренными физическими нагрузками. Действительно полезные советы в это время витаминоза и усталости. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы уже готовы рассказать о последних событиях в мире. — 625 вагонов выгрузили на станции Нижний Бестях, в том числе более 300 вагонов с основными продуктами питания. Это 20,5 тысяч тонн. Также перерабатываются 50 вагонов строительных материалов, 160 вагонов с металлоконструкцией. Поступают платформы с техникой. На площадке погрузочно-разгрузочного комплекса идет большой поток автотранспорта. Машины назначаются к определенному времени, чтобы не было срыва по выгрузке груза из вагонов. Организация Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали осуществляет доставку до города Якутска. В среднем в день перерабатывается от 30 до 35 вагонов. Но в связи с тем, что уже скоро планируется понижение грузоподъемности на ледовых переправах, конечно, акцент делаем на продукты питания. Продуктами первой необходимости это мука, крупа, сахар. Это комбикорм для наших хозяйств, которые содержат животных, которые нас впоследствии кормят. Это такие, как птицефабрика, Хатасский свинокомплекс. Поэтому здесь тоже большие доставки сейчас идут, чтобы животные ни в коем разе не голодали, чувствовали себя прекрасно.
Сбор ягод, выращивание овощей, разведение уток, даже ухаживание за животными в зоопарке. В Якутске проходит агробизнес-игра «Начинающий фермер» для школьников. В нем участвуют 9 команд из районов республики. Все они успешно прошли улусный этап и вышли на финал регионального отбора бизнес-игры. Команды хорошо подготовились и перед экспертами защищают бизнес-проекты, направленные на развитие сельского хозяйства. По итогам конкурса победители будут принимать участие на российском этапе. Идеи еще у нас оказались что-то из нейропсихологии даже. Почему? Потому что понимать, что твои друзья – это животные, это тоже у них вошло в новый подход, скажем. Да? Почему? Потому что, например, ипотерапия, кроме этого еще и появились другие виды терапии, которые можно с кроликами, с козликами, и с другими животными, домашними животными. В пригороде столицы планируется выращивать овощи открытого грунта на 422 гектарах, а картофель будут сажать на более чем 1200 гектарах. Среди них хозяйство Абдуджаборова будет ухаживать за овощами и картофелем в общей сложности на 35 гектарах. К весеннему посеву они начали готовиться с конца февраля, а первые отростки рассад появились в начале марта. Всего посадили 20 тысяч рассад, из них 12 тысяч – это огурцы. Имеются и разные сорта помидоров и сладких перцев. У меня 35 гектаров есть на планах, 20 гектаров картошка сажаю и 15 овощей. И морковка, свекла сажаю в этом году. И огурцы, у меня 10 теплиц есть. У меня капуста сажалка есть, и трактор дождевальный, поливной. Пушка есть поливной, пока. Если со следующим годом капельный полив будем, в планах. У меня на этом вся информация. Спасибо коллегам. А наш эфир продолжает рубрика, посвященная столетию «Я СССР», которую готовим мы совместно с историческим парком «Россия. Моя история». В этот раз речь пойдет о периоде Великой Отечественной войны, а именно о трудовом подвиге якутян в тылу. Конечно же, после того, как у нас начинается война, и одновременно с этим в республике начались большие проблемы, в том числе и с продовольствием. То есть мы говорим о засухе и последующем голоде 40-43 годов. Вся жизнь мирных, скажем так, сельчан, рабочих, она перешла уже на военный лад. И, соответственно, если мы говорим о цифрах, вообще за все годы Великой Отечественной войны труженики Якутии внесли около 37 миллионов рублей в фонд обороны и 57 миллионов рублей государственными займами. То есть, получается, практически многие колхозы, многие, скажем так, трудовые, различные промышленные учреждения, они внесли посильный вклад вообще в победу. А если говорить о частностях, конечно же, труднее, конечно же, пришлось всего селянам. В среде рабочей ситуация, конечно, может быть, бывает чуть получше. И одновременно с этим Великая Отечественная война побудила руководство республики, да и вообще всей страны, начать здесь развитие многих отраслей производства, в том числе у нас начинается добыча слюды в Алданском районе в 1942 году, вводятся в строй различные предприятия, мелкие такие промышленные. И на что же была вообще зациклена та же самая сельская местность в годы войны? Учитывая то, что 40-й, 43-й год – это по большей части годы засушливые, очень, скажем так, неблагоприятные, многие крестьяне должны были вынуждены переквалифицироваться с того же самого земледелия на добычу рыбы. Было собрано жителями таких пострадавших районов 60 тысяч тонн рыбы, а в целом по республике 400 тысяч тонн рыбы. Возвращаясь к теме внесения финансовых средств в фонд обороны, труженики Якутии смогли собрать средства на строительство танковых колонн, одной из которых является советская Якутия. Такой примечательный момент. Один из таких танков у нас располагается на площади Победы в том числе. И если говорить в целом, что произошло в тылу за годы войны,
Несмотря на все трудности, к 1945 году общий объем промышленности возрос почти что в 2,5 раза. И в 1943 году у нас заканчивается голод, выправляется положение в сельском хозяйстве. Но об этом, о том, как оно выправлялось, мы поговорим с вами в следующем выпуске, который будет посвящен деятельности Ильи Егоровича Винокурова в восстановлении от последствий войны. Что ж, вот такой день начинается с таким утром. Я считаю, что очень информативным самое главное, а все остальное приложится. Ну и я думаю, прежде чем мы все дружно выйдем на улицу, стоит еще раз напомнить о том, что же нас может там сегодня ожидать. Поэтому давайте немного поговорим о погоде напоследок. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха минус 24, минус 16, в заречной группе минус 20, минус 8. В южных районах минус 15, минус 12, в Вилюйской группе минус 21, минус 16. В Нижнеленских минус 21, минус 20. В западных минус 15, минус 12. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 34, минус 23. В Янских минус 34, минус 22. На северо-западе минус 26, минус 21. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер был юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается слабый снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7 градусов. Очень-очень радует погода, которая стоит, наконец потеплела. Но не радует ветер 4-9 метров в секунду. Но это тебе не минус 50, поэтому довольствуемся тем, что есть. Да, на самом деле жизнь прекрасна. Солнце светит уже в 5 утра, его можно увидеть. А значит, до лета нам остается немножко. Весна в самом разгаре, друзья. Поэтому с весенним таким настроением этот день обязательно проведите. До завтра. Хорошего дня.